Таджикистан вошел в топ-100 сильнейших армий всего мира. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кого Таджикистану удалось обогнать, а кого нет. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикистан вошел в рейтинг сильнейших армий мира. Соответствующий список составили специалисты Global Firepower. Согласно данным исследователей, армия Таджикистана вновь заняла 99-ю строчку. Эксперты оценили вооруженные силы по 50 параметрам. Среди них были такие критерии, как количество военнослужащих, техническое обеспечение, финансирование и показатели мобильности солдат. Из всех стран Центральной Азии наилучший результат удалось добиться Узбекистану. Республика заняла 51-ю строчку рейтинга. Казахстан и Туркменистан и Кыргызстан разместились на 61-й, 86-й и 93-м местах соответственно. Как вы относитесь к тому, что, грубо говоря, в рейтинге армий Центральной Азии мы на последнем месте? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. При этом в список Global Firepower попал и Афганистан. Республику поместили на 75-ю строчку. Армия Российской Федерации заняла 2-е место, уступив США. При этом российские военнослужащие оказались сильнее китайских солдат. 4-е место специалисты отдали Индии, а 5-ку лидеров замыкает Япония. В 10-ку мощнейших армий мира также вошли Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан. Всего в рейтинг Global Firepower попали 140 стран, среди государств, оказавшихся в конце списка, Бутан, Косово и Либерия. Наш рейтинг позволяет странам с менее развитыми армиями соревноваться с государствами, оснащенными сильнейшим вооружением, отметили исследователи. Список позволяет выявить недостатки армии и повысить их боеспособность в будущем. Как вы относитесь к такому рейтингу, к нашему месту и к тому, что армия Афганистана расположилась далеко впереди за Таджикистаном? Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые в истории страны поднял по тревоге армию и весь силовой блок. Проверка боеготовности связана с ситуацией в соседнем Афганистане. Такая сложная ситуация возникла впервые за 43 года продолжения внутреннего противостояния в Афганистане. И учитывая, что сейчас сложная ситуация, и все прогнозируют, что когда-то Афганистан ворвется в Таджикистан, то сейчас мы видим, что у Афганистана вроде как сильнее армия. И что тогда делать таджикам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!